еще один вопрос, который очень волнует наших граждан, простых граждан, и оппозиция, кстати, озвучивает это часто, не знаю, почему вы сейчас об этом не сказали. Грузины с российскими паспортами смогут здесь покупать жилье? Категорически А вы можете зачитать требования? Да. И ограничения, Аргументируйте, Я пожалуйста, совсем почему коротко. не могут? Что в законе сказано, в законопроекте сказано об этом? Тезисно, нет, это прямо запрещено законом. Запрет на приобретение апартаментов или апарт-отелей распространяется на лиц и членов их семей. Запрет. Выступающих против независимости и государственного суверенитета, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя, лиц, создающих угрозу безопасности Абхазии, лиц, принимавших участие в боевых действиях против Абхазии в 1992-1993 году, лиц, оказавших содействие оккупационному режиму в период 1992-1993 года, являясь должностным лицом государственного органа иностранного государства, если лицо приняло решение, нарушившее права и законные интересы граждан Республики Абхазия, тоже запрет. И принимавших участие в боевых действиях против Абхазии после 1993 года. Хорошо. Все запреты Можно я повредничаю? Скажем, если вдруг Меладзе, который гадко высказывался об абхазах, об Абхазии и так далее, захочет купить у нас апартаменты, мы его точно не пустим, государственной регистрации Нет, мы не ему будет. дадим Но возможность и если, возьмем в плен скажем, здесь. российский гражданин грузинской национальности, который никакого отношения не имеет к Абхазии, а он для нас не опасен, он ничего не озвучивал, он ничего не делал вроде бы. Вот что-то должно быть в законопроекте, которое нас и в этом случае может обязательно. А если он сегодня построит здесь гостиницу? А если он сегодня здесь гостиницу А можно ему построит? дать построить гостиницу здесь? Категорически нельзя. И мы в рамках как службы определить, госбезопасности... Этим занимается специальный Служба госбезопасности Абхазии на границе устанавливает... Регистрация юридических лиц. Конечно, мы блокируем на уровне границы и уже потом на уровне Минюста. Противоположные по смыслу справки об одном человеке из одного органа. Вот лично я сам видел, это не единичные случаи. Сейчас мы не должны с вами компетенцию, да, правоохранительных органов. У нас есть служба госбезопасности, которая этим занимается. Ко мне, знаете, как пришел человек? Так Ко у мне нас пришел проблемы человек. вообще, Я этого не знал, ко мне по-моему, пришел даже не в человек, этой сфере. уважаемый человек, и попросили помочь ему с наследством. Ну, с ним был уважаемый человек, ветеран, сейчас имена не называю. Я, разумеется, ветерана увидел без если задних мыслей, позволите, решил вообще помочь, я хочу, а потом чтобы выяснилось, министр что он коллаборационист. юстиции